его тело как раз находится на том месте, где я стою. Эту историю Галина Ахмедзянова рассказывает, еле сдерживая слезы. 30 января ушел из жизни ее дед, ветеран Великой Отечественной войны Ханиф Ашрапов. За помощью при захоронении родственники пошли в местный военкомат, но, как говорят, получили отказ. В военкомат обратились, они сказали, что ошибка в отчестве, и такого человека по данным у нас не существует. Мы вам помощь не можем предъявить. По паспорту покойного звали Ханиф Ашрапович, а в военном билете он записан как Ханиф Хисматович. Галина вместе с сестрой Оксаной разбирательство отложили на потом. За организацией похорон обратились в бюро ритуальных услуг. Мула уже его похоронил, закопали уже. Выбегает мой муж, и зять выходит, они говорят, его, говорит, на дороге похоронили. Я говорю, как на дороге? И Мула, когда ко мне подошел, я говорю, Казым, говорит, нехорошее место. Вот как-то вот так вот он, и прям неприятно это все стало. При том, что рядом за забором стоит новое пустое кладбище. Но в компании по ритуальным услугам в тот день развели руками. Родственники пришли к нам, они сказали, что у них умер дедушка. Взяли разрешение на захоронение. После этого мы осуществили захоронение по указанному месту. Все. А место кто указывает? Ну, согласно 8 ФЗ, распределением мест занимаются у нас исполнительные органы власти. Как оказалось, в местную администрацию семья не обращалась, и о смерти ветерана здесь уже узнали постфактум. Причины здесь, в принципе, система не была отлажена, то есть такое вот оповещение. И кроме того, у нас нарекания прокуратуры были по этой организации ритуальной. Я думаю, с ними мы тоже этот контракт расторгнем. В тот день о ситуации женщины рассказали в соцсетях, после чего с ними связались из Елабужского исполкома и предложили либо облагородить могилу ветерана, либо перезахоронить его на Аллее Славы. Это на их решение, причем решение принимать может только дочь, то есть мама, вот, внучек. Мы, в принципе, готовы, все, что от нас требуется, мы все это сделаем. Считаем должным, чтобы проводить с почестями. Администрация обещала почести, так как он ветеран войны. И будем присутствовать все родственники. Вот уже 2 дня в военкомате разбираются с документами покойного. Сделали запрос в войсковую часть, где дед получал военный билет. Как сообщили внучки, сегодня им позвонили из военкомата и попросили принести документы на получение компенсации. Путаницы и ошибки в документах ветеранов уже были в республике. Так, труженица тыла, 92-летняя Бибинур Лутфуллина, не могла получить квартиру как вдова ветерана из-за расхождений в написании фамилии, отчества и даты рождения. Через суды ей удалось добиться правды. Осталось только въехать в новую квартиру. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Елабужский район.